Они всегда первыми приходят на помощь, а от их решений и скорости реакции зависит жизнь. В России сегодня отмечают День работников скорой помощи. Праздник официально утвердили в прошлом году, когда началась пандемия коронавируса. Это был тяжелейший период для всех, но особо для врачей и водителей скорой. Работники неотложки выезжали на вызовы, только вдумайтесь в эти цифры, 45 миллионов раз. Это данные по стране. Но в регионах показатели также рекордные. В коме только эвакуации пациентов с новой коронавирусной инфекцией проведено свыше 1500. Из них больше половины с санавиацией. Всего же за прошлый год только в Сыктывкаре, Ухте и Сыктывдинском районе бригады выезжали 150 тысяч раз. Сегодня ранним утром работников скорой навестил глава Коми. Он посетил Сыктывкарскую станцию скорой медпомощи, где в режиме видеосвязи поздравил с праздником сотрудников территориального центра медицины катастроф республики. Работа на скорой – это не хлеб с медом, это довольно непростая работа, сложная, точно совершенно временами опасная. И работа, когда ты зачастую один на один с пациентом, когда у тебя нет на подмоге больницы с ее лабораториями, КТ, МРТ, хирургами, гинекологами, неврологами, кардиологами. Нужно принимать решения у постели пациента, и ответственность делить практически не с кем. Дорогие коллеги, от всей души поздравляю вас с праздником. Конечно, желаю вам удачи, профессиональной удачи, терпения вашим родным и, как обычно говорят, не болейте, доктор, мы за вас болеем. Особый вклад специалистов скорой помощи в борьбу с ковидом отметил в ежегодном послании президент России Владимир Путин. Глава государства сказал о важности обеспечения службы скорой медицинской помощи всем необходимым для спасения жизни и сохранения здоровья пациентов. В Коми такая работа ведется. В прошлом году в регион поступили 40 новых автомобилей для службы скорой помощи. Из них 12 автомобилей класса С в территориальный центр медицины катастроф. В этом году работа по обновлению автопарка продолжена. Для того, чтобы скорая медпомощь стала еще более оперативной, в республике идет работа по созданию единой диспетчерской службы.